Наши руководители не раз заявляли, санкции и ограничения – это новые возможности для нас. Я ждал, но сейчас засучим рукава и начнем всей страной пахать по 12 часов. Пока что-то трудовой мобилизации не чувствуется. Президент России Владимир Путин уже призывает всех не прятаться за бюрократические процедуры, а реально оценивать обстановку и принимать конкретные решения. Но для принятия верных решений всем нужна правда о делах на фронтах и обстановке в тылу. Сейчас для нас самое важное – реально и объективно смотреть на многие вещи и как можно быстрее наращивать собственное производство. Тимур Бекмурзин продолжит тему. Гиганты и малыши, крупные производители и скромные переработчики, Сибур разбивает стереотипы. Нет больших и малых, важных и не очень, а есть партнеры по росту. И давайте расти вместе. ООО «Зеленая дорога». Но у меня тоже не указано. Даже по внешним признакам можно было догадаться, что такая встреча проводится впервые на площадке «Казань Оргсинтеза». Девушки-организаторы, кажется, с некоторым удивлением узнавали название компаний, которые приехали в Казань на День переработчика. Приехали, судя по всему, из разных регионов не только Татарстана, а всей России. Да и организаторы мероприятия недвусмысленно заявляли, что здесь, в Казани, они представляют не только Оргсинтез, но и возможности других производителей Сибура по всей стране. Нужный посыл встречи сразу задал генеральный директор Казань Оргсинтеза Айрат Сафин, в недавнем прошлом руководитель Нижнекамск нефтехима. Я сегодня своих старых друзей по городу Нижнекамска встретил и такую фразу сказали: Айрат Фатович, хотелось бы узнать, что вы будете выпускать для нашего понимания. Я сказал, это неправильно. Нам бы хотелось узнать, что вам надо. Огромный масштаб на входе и малый и средний бизнес, клиенты. И именно для того, чтобы построить эту связь, чтобы понять, как ориентировать наши производственные предприятия, на какой марочный ассортимент, какие сервисы нужны нашим партнерам, и требуется проведение таких дней. Рост практически должен быть на 30-40%. Для переработчиков и для производителей около 25-30%. Большой потенциал. Цели, конечно, более чем амбициозные, и участники форума в Казани не скрывали. Новая экономическая реальность, закрытие рынков западных стран к ним подталкивают. Колоссальный плюс ситуации в том, что эта заинтересованность в сотрудничестве взаимная. Переработчики, так же как и крупные производители, страдают из-за закрытия рынков Европы. Им стали недоступны отдельные технологии, материалы, есть проблемы с экспортом готовой продукции. Импорт тоже был по-своему оправдан, говорит президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Те же канцелярские товары мы привозили из Польши, Китая не из-за безделия, а потому что китайские, польские, белорусские производители предлагали более удобные цены, высокое качество и так далее. Сейчас мы вынужденно меняем эту модель отношений, так давайте сделаем это так, чтобы было выгодно и полезно всем. И крупному бизнесу, и малым компаниям, и государству, призвал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Ребят, я думаю, что если мы сейчас найдем понимание с нашим Казань Оргсинтезом и Нижнекамским нефтехимом, а политика поменялась в благоприятную сторону, прям можно сказать, на 180 градусов, я думаю, что у вас все получится. Мне сегодня немножечко режет слух, когда эту задачу пытаются упростить. Мы сейчас все навалимся, раз, два. Мы навалимся, мы сделаем. Но только давайте подумаем, что это серьезная, многоуровневая задача, которая требует внимания. Нужна оснастка. То есть литьевых машин у нас вроде бы достаточно хватает, но нужна оснастка. Оснастка только на 25% делается в России. Было озвучено нашими коллегами-переработчиками, что в этом направлении есть какой-то положительный посыл, но он пока в виде создания совместных предприятий с турецкими компаниями. Здесь работа, мне кажется, на долгие-долгие годы и даже десятилетия вперед. А это значит только одно. Нельзя откладывать решение этого и других вопросов в долгий ящик. Нужно приступать незамедлительно. Сейчас важно задействовать любые резервы для повышения эффективности производства. Тем более, что есть инструменты, которые не требуют от производителей огромных затрат, а результат приносит быстрый и существенный. Самый, наверное, показательный пример – национальный проект повышения производительности труда. Проект стартовал в 2018 году, и Татарстан стал одним из первых регионов, кто сразу в него включился. Эффект превзошел все ожидания. Перед стартом стояла задача расти не меньше, чем на 5% в год. По показателю производительности по факту рост в среднем составил более 12%. А по отдельным предприятиям и отдельным показателям эффект еще более мощный. Где-то даже экономия
получается, да, при оптимизации вот этого производства получается до 50% даже по определенным получается линейкам выпускаемой продукции. Как это работает на практике, Шамиль Байрамов, руководитель регионального центра компетенции в сфере производительности труда Республики Татарстан, показывает на конкретных примерах. Было, стало. Зона выдачи деталей комплектующих со склада такая есть во всех сборочных производствах. Задача была просто навести порядок, сократить лишние перемещения, исключить потери по времени. Склад к определенному часу заполняет зону для каждой бригады. И, соответственно, по мере необходимости человек из бригады, сотрудник, сборщик приходит и в своей ячейке по накладной забирает то, что заказано. Наведение элементарного порядка, ликвидация товарных запасов, внедрение элементов бережливого производства, практически азбучные истины. Далее экономический эффект только на базе внедрения пилотного проекта светильника Street X1 в компании Lidl в миллионы рублей. Вы представьте, какого результата можно добиться, если тиражировать этот эффект на все 3000 наименований продукции компании Lidl. Мы в Казани создаем мощное такое центральное основное производство светотехники. И, конечно, этот опыт сейчас будет тиражироваться не просто уже на ассортимент компании Lidl, но на ассортимент и Lidl, и Ferex. А это около 8000 наименований светильников различных, которые продаются по всей стране. Производство электрооборудования, оно никогда не было типовым, оно всегда уникально в каждом случае. Для проекта, по сути, не столь важно, что за производство, в какой сфере, с каким изначальным набором компетенций. Хорошо, если это такое предприятие, как Электрооптима, с уже высокой культурой производства и молодым амбициозным коллективом. Но и здесь есть резервы для роста производительности. Электрооптима – это огромное производство, и мы находимся в самом центре этого процесса. Это ячейки КРУ, комплектно-распределительных устройств на 5, 10, 20 киловольт. Конкретно вот эти ячейки пойдут на оснащение московского метрополитена на станцию Столбово. Какого эффекта удалось добиться? Только по участку ячеек КРУ, комплектно-распределительных устройств, этот эффект измеряется в 1 000 000 рублей. 24 миллиона рублей. Но еще один момент, еще один показатель. Показатель применения материалов, металлов, используемых в незавершенном производстве, удалось снизить на 37%. Уговаривать никого не приходилось. У персонала действительно к этой деятельности есть интерес. А потом эти ребята пришли сюда не на экскурсию, они пришли работать. И работа, она как раз вот интересна такими моментами, когда приходится нестандартные задачи решать. В проекте может принять участие практически любая отечественная компания несырьевого сектора. Есть ограничения по выручке до 400 миллионов рублей. И все. Участие для предприятий бесплатное. Упускать такой шанс стать более эффективными и прибыльными, по-моему, непозволительно. Время требует быстрых решений. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Дмитрий Шлемин. 7 дней.